Сумма алям, затем знай, анналь вудуа, что вуду, то есть малое омовение, гуаль мусамма индаль фукахаи, что у факихов, ученых, изучающих фикх, у них это принято называть биттагарат ис-сугра, малым очищением. Ва аммаль гуслу, что касается гусла, аль-машру'у лираф аль-хадас аль-акбар, который установлен шариатом для того, чтобы избавиться от большого состояния отсутствия ритуальной чистоты, фахуаль мусамма индахум, то у факихов принято называть его биттагарат аль-кубра, большим очищением. Валяху муджибатун, и есть вещи, которые делают обязательным совершение гусла. Каль вудуи, так же, как это бывает в малом омовении. Фаминха, и из тех вещей, которые обязуют совершение гусла, ритуального купания, хуруджуль мании, выход семени. У мужчин это сперма, у женщин яйцеклетка. Выход семени или захир аль-бадани, на внешнюю часть тела. Иза инфасала ан макаррихи, когда семя отделилось от места своего нахождения, вахуа сульбу лирраджили ваттараибу лильмарати, и место нахождения семени у мужчин это позвоночник, а у женщин это грудь. И если отделение семени от своего места нахождения сопровождалось бишахватин, страстью, наслаждением, мин гайри джама'ин, даже если это происходило без совокупления. Абу Юсуф считает условием хуруджаху, чтобы семя выходило ан макаррихи, отделялось от своего местоположения, ва ан ихлили закари, и также от мочеиспускательного канала в половом органе бишахватин, чтобы в обоих случаях и при отделении от мочеиспускательного канала это сопровождалось страстью. Ваминха, также из тех вещей, которые обязуют совершение гусл, тавариль хашафати, проникновение головки полового члена фи ахади сабиляи, в один из двух путей ли адамийин хайин, живого человека. Ва инзалюль мании, также обязует совершение гусл семяизвержение биват и бахиматин, из-за совокупления с животным. То есть это в любом случае является грехом, и если человек совершил такой поступок, ему помимо того, что он обязан каяться в этом поступке, ему следует и искупаться, потому что гусл будет у него нарушено. Вавуджуду ма ин ракикин, также если человек нашел какую-то негустую мокроту, ба'дан науми, после сна. В этом случае тоже ему обязуется совершить купание, гуслу иза лям якун закаруху, когда его половой орган не был мунташиран, возбужденным кабляху, перед сном. Потому что если бы половой орган перед сном был бы возбужденным, тогда можно было бы предположить, что эта мокрота является мазью, то есть предсеменем, жидкостью, которая выделяется при возбуждении, что это не семя. А когда половой орган перед сном не был возбужден, то нет оснований для такого предположения. И из-за того, что становится сомнительным, какая это именно жидкость, то человек в этом случае будет обязан искупаться из-за предосторожности. Вавуджуду балалин, также если человек обнаружил мокроту заннаху маниян, которую он предполагает, что это сперма. Ба'ада ифакатихи мин сукрин. И если это произошло, когда человек пришел в себя после опьянения, ва игмаин, и после обморока, то есть он не помнит, как это произошло, как эта мокрота появилась, каким путем. И это тоже тот случай, когда человек обязан искупаться из-за предосторожности. Также женщина обязана искупаться после прекращения менструальных и послеродовых выделений ба'ада тухри, после того, как они прекратились из-за очищения, из-за того, что женщина очистилась от этого.
وَفَرَائِضُهُ вещи обязательные, то есть обязательные составные части при купании, при гуслу, ثلاث. Это 3 вещи. Аль-уля, первый из них, гасль аль-фам, полоскание ротовой полости. Вассанияту, второй фарз, гасль аль-анфи, полоскание носовой полости. Вассалисату, третье, гаслю джами'i бакиятиль бадани, мытье всего остального тела. Ваядухулю фихи, и входит в тело, то есть подлежит обязательному мытью, дахилю кульфатин, внутренняя часть крайней плоти. Ла усра фи фасхиха, когда нет труда для того, чтобы открыть эту крайнюю плоть и помыть под ним. Аля сахих, по достоверному слову. Если человеку это затруднительно делать, если это приводит к болям или же к ране, тогда в этом случае можно это оставить, под ним не мыть. Вадахилю сурратин, также обязуется мыть внутри пупка. Муджауафатин, когда пупок вырезан таким образом, что это место образует как бы пустоту, как ямку. Ва сукбин гайру мундаммин, также обязуется мыть отверстия, которые не срослись, как, например, отверстие для серьги в ухе. Валя юфтараду аля мар'ати, женщине не обязуется нахдуль мадфури мин ша'ри ра'сиха. Женщине не обязуется расплетать косички из волос на голове. Инсараль мау фи усулихи, если вода проникает до корней волос. В этом случае расплетать косички женщина не обязана, ей хватает помыть косички сверху, даже если вода не доходит до тех волос, которые находятся внутри косичек, это ей прощается. Ваюфтаралду, также является обязанностью гаслю башарати лихьяти, мыть кожу под бородой. Ва ша'рага, и мыть волосы самой бороды фил гусли, во время ритуального купания, во время гуслю. Валяу канат касифатан, даже если борода была густой. Ваказа башарату шариб, также обязуется мыть кожу под усами. Валя хаджиби, под бровями. Ва ша'рахума, и также волосы самих усов и бровей. Ва юсанну фил игтисали, и является желательным, является суннатом в купании исна ашира шай'ан, 12 вещей. Первый из них аль-ибтидау бит-тасмияти, начинать купание с бисмилля, с произнесения бисмилля, кабля аль-кашфи, и нужно произнести это до того, как обнажить свой аурат. Ваннияту, также совершить намерение для купания. Вагасль ядайни, и помыть обе руки иля русгайни, до запястья. Вагасль наджасатин аля баданихи, и смыть наджас с тела. Вагасль фарджихи аувалян, и также вначале помыть половой орган. Сумма таваллу, затем совершить малое омовение, кавулу ихи лис салати, такое же, как омовение для намаза. Хатта масхар раси, вплоть до протирания головы, то есть это тоже не следует оставлять. Вагасли риджляйни, и мытье ног. Инкана фи гайри мустанки'иль маи, если купание будет происходить в том месте, где вода не собирается под ногами. Ва илля, если же вода собирается под ногами, юаххирухума, то мытье ног откладывает до конца купания. Сумма, затем следует ифадатуль маи аля баданихи, наливание воды на тело саласан, трижды. Мустау'ибан лиль джасади бикулли вахидатин минха, и каждый из этих 3 раз охватывает все тело при мытье. Вабадаатуху фи сабби бирасихи, и желательно начинать наливание воды с головы. Сумма биманка бихиль аймани, затем на правое плечо, сумма аль-айсара, затем на левое. Вадалику кулли а'адаи джасадихи, и также тереть все органы своего тела фильмарратиль уля при первом наливании. Валя ваджиба лил гусли, в купании нет ваджибов. Каль вулуи, так же, как их нет в малом омовении. Ва адабуху, этика
купания, этика гусла, каадабиль вулуи, такая же, как этика малого омовения. Илля аннаху, кроме того, что ла ястакбилю киблата, во время купания не следует поворачиваться лицом в сторону кибла, в сторону Каабы. Халяль игтисали, во время купания, ляннаху якуну галибан, потому что в большинстве случаев купание происходит ма кашфи ауратин, с обнаженным ауратом. Обращаться обнаженным ауратом в сторону Каабы будет неуважением. Ва макрухатуху, и нежелательные действия в купании, в гуслу, ма куриха фил вулуи, то же самое, что было нежелательным в малом омовении. Ва юзаду фихи карахату дуаи, но в купании к этому добавляется также нежелательность чтения дуа, потому что во время купания человек бывает с обнаженным ауратом, и плюс к тому это бывает это нечистое место, где будет собираться грязь с его тела. Поэтому чтение дуа в этом случае будет нежелательным.